Теракты в Тунисе, Йемене, Франции и взорванный российский пассажирский самолет над Египтом. Тысячи убитых гражданских лиц по всему миру. Уничтожение древних памятников культуры. Таковы деяния, запрещенные в России террористической группировки «Иблисское государство» только за 2015 год. С начала своего существования эта организация, прикрываясь религиозными лозунгами, старается достичь своих корыстных целей. Современные технологии, оружие, машины. На кадрах видно, что у боевиков с финансированием все в порядке. Эксперты задаются вопросом, было бы такое возможно без поддержки извне. В данный момент идет передел сфер влияния в углеводородном бизнесе, это во-первых. А если мы говорим о бизнесе, значит речь идет о транснациональных корпорациях, таких как, к примеру, Shell, таких как British Petroleum, американских компаний. Все слухи и страсти по поводу какой-то там сланцевой нефти, которая сразу обвалит все рынки, и те страсти, которые нагоняются вокруг нефтяного вопроса, они имеют одну единственную цель – давление на Россию. Потому что все эти страсти никаким образом не служат повышению курса цен на нефтяной баррель. Отсюда мы делаем другой вывод, что такое террористическое сообщество – это прямой инструмент для того, чтобы можно было манипулировать ценами на это топливо. Иблисское государство пытается представить себя как организацию, основывавшуюся на шариатском праве. В то же время террористические акты, убийства, чрезмерная жестокость, взорванные мечети свидетельствуют о том, что ничего общего с религией здесь и вовсе нет. Главари группировки, пользуясь наивностью своих последователей, бросая их под огонь, предпочитают не рисковать своими жизнями. بقوانا شاشة دايخر باتوش خارجون دايخر بوي بوب دوزة قوت إلشان حديثو بالقل داقو ديت باش عالق تو إلها دولو دار شاقية بختر مارش تلتهان سر ليلان دولما ليلاش دقة إشياء دقية أتشنا بالقل دولش أستدوغش أسكال دوغش ولزة سار قويتشك شي يح قيز الله قيه تمسخلرة شاش تيش متسخلرة شي برت قوش سبرة долгоман гаха бусолба динна Во всем исламском мире недоброжелателями проводится комплексная работа по привлечению в свои ряды представителей в основном молодого поколения. Всемирная паутина служит проводником проповедей радикального содержания ко всем пользователям социальных сетей. О недопустимости проявления признаков экстремизма накануне на своей пресс-конференции говорил глава Чечни. Рамзан Кадыров отметил, что дестабилизация ситуации в России играет на руку западным странам. Почему идет война в Сирии? Представьте, вот Эрдоган заявляет, что и Америка заявляет, пока Асад не уйдет в отставку, вопрос там, знаешь, о стабилизации там, или там, намерении даже не идет вопрос Бахкина. Представь, за Асада умирают сотни тысяч людей, миллионы беженцев, и они все 99% мусульмане. У них вот амбиции. У Эрдогана амбиции, у Америки амбиции. Нет бедов, не хотят с Асадом найти общий язык. Пока Асад у руля, все, не могут быть там речи о коалиции с Россией, там, из Сирии, с Ирака, с Ираном. Из-за личных амбиций Дона вот, страдают столько людей. Разрушено целое государство, экономика. Да, представьте? Даже если весь мир будет помогать, это десятки лет нужно. В борьбе против международного терроризма объединение сил всех ведущих стран было бы решающим отпором против мировой угрозы. Только взяться за эту проблему ни одна страна не решалась. В конце сентября по официальной просьбе Дамаска Россия начала в Сирии военно-воздушную операцию. Почти каждый день военные докладывали журналистам об ударах, нанесенных по местам нахождения боевиков. За неполных 3 месяца российскими бомбардировщиками поражены сотни целей, командные пункты террористов, склады боеприпасов и подпольные заводы по их производству. Российское государство с точки зрения эффективности, политической эффективности, пожалуй, единственное государство, которое реально борется с проблемой международного терроризма на Ближнем Востоке. Причем делает это она и с точки зрения военно-политической, и с точки зрения идеологической, да, и с точки зрения дипломатической. То есть идет комплексный подход. Конечно, ни в какое сравнение современная Россия Путина, Лаврова, Шойгу и Рамзана Ахматовича Кадырова
не идет вот с той России, когда наши с вами, так сказать, руководители раздавали потенциал России налево и направо, в том числе и военный, в том числе дипломатический, да. Вот. Все то, что нам досталось от Советского Союза, было совершенно благополучно разбазарено. Поэтому Российская Федерация, российские летчики сегодня укрепляют роль государства на международной арене. По словам экспертов, основным противником в борьбе с международным терроризмом сегодня является Россия. С начала операции страны в Сирии боевики начали терять свои границы. Все больше примкнувших к террористической организации сдаются властям или возвращаются в свои страны. Военно-воздушная операция российских пилотов против иблисского государства стала поворотным моментом в противодействии экстремизму в уходящем году. Магомед Ламаркаев, Мансур Саев, Луиза Юнусова. Новости.